Здравствуйте. Я хочу представить Эльмиру Калимуллину, которая сыграла одну из главных женских ролей в проекте «Золотая Орда», которая наша компания Марс Медиа делает по заказу Первого канала. Небольшая справка. Проект уже писался 3 года сценарий. Год мы его снимали, сейчас мы его монтируем, будет много компьютерной графики. Думаю, где-то в январе мы его сдадим на Первый канал, и, по всей видимости, эфир там будет в феврале, в марте на Первом канале. Это большой масштабный проект, очень много людей принимали в нем участие. Я прошу обратить внимание, что это не историческое полотно, оно не соответствует каким-то историческим фактам, это скорее такая сказка, мелодрама, как «Великолепный век», собственно говоря, наверное, вы знаете такой сериал. Немножко как «Игры престолов», можно и так сказать. Ну, это вот фантазии на тему, там, исторической темы, отношения. Это человеческая история, где очень много человеческих отношений, людей из Золотой Орды и из Руси. Ну, собственно говоря, вы это сейчас видели на экране. Мы рады будем ответить на ваши вопросы, но пока я слово дам Эльмире, пусть тоже скажет. Хайрлы күн, здравствуйте, дорогие друзья. Нам очень приятно, что кинотеатр «Родина» даже не смог до конца вместить всех желающих, которые хотели посмотреть нашу небольшую презентацию. Я безмерно горда, что мне посчастливилось быть частью этого масштабнейшего проекта. Я благодарна Рубену Ливоновичу, я благодарна кастинг-директорам, вообще всей съемочной группе, всей команде, что эта сказка в моей жизни осуществилась, и действительно мечты сбываются. Я кратенько расскажу, как это все происходило со мной. В прошлом году мы готовились к большому сольному концерту в «Пирамиде», и мой директор Анна Михайловна позвонила мне и говорит: «Ты сидишь?» Я говорю: «Анечка, я, честно говоря, сейчас мерю платье, мне не до разговоров, можно я сконцентрируюсь на одном?» Она говорит: «Пожалуйста, я тебя умоляю, минуточку». Я говорю: «Ну давай». Тебя позвали на кастинг «Золотой Орды». И тут у меня пробежали мурашки. Я не могла идентифицировать, откуда, почему. У меня нет ни в одной картотеке. Что вообще произошло? Но вот эта вот искра по мне пробежалась, и после сольного концерта мы получили на почту небольшую сценку. Я начала готовиться, я приехала в Москву, познакомилась с режиссером Тимуром Алпатовым, познакомилась с кастинг-директором Ликой, и все завертелось, закрутилось. Могу сказать, что работа была проделана просто колоссальная, потому что изначально мне предлагали другую роль, женскую. Она предполагалась быть очень такой коварной. Человек, который способен на какие-то подлые поступки. Но после первого кастинга мне потом перезвонил режиссер и сказал, что: «Эльмира, а давай попробуем взять роль Зейнеп». Когда я прочитала, что же это за образ, что же это за девушка, я поняла, что насколько тонко режиссер чувствует человека. И я очень тщательно работала, потому что прекрасно понимаю, как это просто невероятный труд. И он ни с чем не сравним. Это не выход на сцену. Это совершенно другой мир. Это совершенно другие ощущения перед камерой. И я не устаю благодарить команду, которая поддерживала на протяжении всех этих долгих дней. Мои съемки проходили в Крыму. Какая-то часть проходила в Подмосковье и в павильонах Амедиа. В Крыму было тоже испытание природой. Такая стихия нас настигла, просто пронизывающий ветер. И тот момент, когда ты должен сконцентрироваться на сцене и проговаривать какие-то диалоги, ветер сдувает декорации, ветер сдувает вообще
все на свете. Мы так замерзли, что в одной сценке с главным героем Николкой у нас даже губы не смыкались от того, что было так холодно. На нас было миллион одежд утепления. И я очень, очень буду надеяться, чтобы я в одном кадре не была пухляшом, а в другом кадре была такой все-таки миниатюрной. Но это вот небольшая часть, как все проходило у меня. Да, я добавлю, что Эльмира самоотверженно работала на картине, где иногда по 12-14 часов в день надо было быть в кадре. Особенно тяжело в декорациях, когда снимаешь, там очень жарко, много света, грим течет иногда, все. Но вот, мне кажется, мы справились. Это будет очень масштабный проект, я это вижу уже, чувствовал. Таких мало было у нас на телевидении, и очень хотелось бы, чтобы это стало бы событием. Хочу еще обязательно добавить, что такой сложный проект мы делали по заказу Первого канала вместе с нашими партнерами Амедиа, это тоже продюсерская компания, и при участии татарского банка Акбарс. Вот, как бы, собственно говоря, наши партнеры по этому проекту. Мы для вас приготовили сюрприз. Да, мы его чуть-чуть попозже покажем. Я бы еще хотела немножечко дополнить. Вы знаете, наверное, у каждого человека в жизни есть такие моменты, когда приходит наставник. С самого детства моими наставниками были мои родители. В музыку я пришла благодаря моей родной тете. В консерватории я очень благодарна моему педагогу Мурзиеву Гульнар Агдемне. А вот то, что произошло именно с историей кино, я хочу огромное сказать спасибо Елене Денисевич. Это креативный продюсер Марс Медиа. Это тот человек, который ведет «Золотую Орду» с самого начала и до самого ее завершения, а потом уже пускает в жизнь. Лена потрясающий человек, профессионал. И вы знаете, закалка консерватории показала мне, что нужно всегда уметь, во-первых, отстаивать свои интересы и слушать свою интуицию. Ни в коем случае нельзя, по-татарски хочу сказать, «жебегерге ярамый». То есть не нужно расслабляться, нужно всегда быть в тонусе. И я помню первый момент, когда я познакомилась с Еленой Денисевич. Может быть, даже Рубин Львович это не знает. У нас была сцена вместе с главной героиней Ханша и Жан. И тут я слышу просто такой голос. «Не туда!» И тут у меня внутри ёкнуло. Я думаю, вот она пришла, наставница. И с этого момента все завертелось, закрутилось совершенно с другим ускорением. Это тот человек, который правильно меня настраивал, правильно говорил мне какие-то задачи именно по-женски. И вот я бы хотела при всех вас сказать ей огромное спасибо. Я уверена, что она это услышит. Для меня это было очень важно. И спасибо, конечно, всем актерам, которые поддерживали. У меня не было ни разу ощущения, что я не в своей семье. Меня сразу же приняли, и мы до сих пор общаемся, мы друг по другу скучаем. Я считаю, что таких проектов не так много, что вы знаете прекрасно, каждый творческий человек стремится к лидерству, а здесь каждый знал четко свое место, каждый человек самодостаточный, и там, где он мог, он всегда помогал. Поэтому огромное спасибо проекту «Золотая Орда», огромное спасибо всем, кто приложил участие к тому, чтобы это все состоялось. Предстоит еще большая работа. Я знаю, что постпродакшн будет делаться. Это все очень не быстро, но мы все с нетерпением ждем. Я убеждена в том, что вы получили удовольствие, смотря на эту картинку. Действительно, не стоит думать о том, что это основано на каких-то исторических событиях. Это действительно такая фэнтези, мелодрама о человеческих отношениях, о том, что каждый человек может ошибаться, но всегда нужно слушать свое сердце. История любви, предательства, коварства, дружбы. Все, что есть в жизни. Все, что есть в жизни, вот здесь у нас это тоже в проекте «Золотая Орда» будет происходить.
Ну и даже скажу, что мы вот рискнули и стали писать сейчас продолжение. Очень надеемся на успех, что если будут хорошие рейтинги, то будем делать продолжение. Еще один. Так что мы наших героев не потеряем и увидим продолжение. Вы можете задавать любые вопросы, мы постараемся на них ответить. Сколько серий? 16. А как фильм не выйдет? Как фильм? Нет. Но если у проекта будет большой успех, то мы думали, что, может быть, с этими героями сделать и фильм. Но это следующий этап. Рубен, знаете, вот хотел вопрос задать. У нас здесь проходил очень большой кастинг среди актеров. Вот, и планируем, что сниматься будет в Татарстане. Почему это не удалось? Вот хотел тоже узнать, и будет, может быть, есть продолжение своего. Да, здесь был большой кастинг, и мы, конечно, рассматривали возможность съемок здесь, в Татарстане, и, наверное, это было бы правильно. Но потом, в силу ограниченности бюджета, мы посчитали, что снимать в Крыму будет выгоднее, потому что там вся база как бы была сформирована, а здесь ее, в принципе, то, что нам нужно, не было. И надо было бы все это везти сюда, это было дорого. Первый канал нам дал меньше денег, чем мы хотели. Поэтому вот в силу вот таких производственных показателей нам пришлось вот эту часть натурную снимать в Крыму. Продолжение очень может быть, что приедем сюда. Мы, честно говоря, просили здесь помощи, и нам тоже не очень как-то пошли навстречу. Был еще такой момент. Скажите, пожалуйста, все-таки фильм снимался в том числе и на татарстанские деньги, то есть было озвучено, что Акбарс принимал активное участие в финансировании, а привлечение татарских актеров очень минимальное, только вот Эльмирочка мы видим, и, по-моему, еще кто-то из профессиональных актеров. Рамиль Сабитов. Вот. В основном задействованы, конечно, актеры из Казахстана, если я не ошибаюсь. Да, в том числе. Да, в том числе. Ну, в основном ордынцы это почему-то казахи. А почему казахи, непонятно. Ну, потому что, да, мы сказали, что это фэнтези, это сказка, ее не нужно дословно как историческое полотно воспринимать. Вот это я сразу сказал и прошу вот это иметь в виду, это очень важно. Проект, он международный, и, насколько я знаю, общаясь с кастинг-директорами, не раз приезжали сюда именно для отбора. И, вы знаете, есть такая вещь, как режиссерское видение. И если ты подходишь под этот образ, действительно, то команда сделает все возможное, чтобы ты принимал в этом участие. Помогут и с актерской точки зрения, и с психологической, и были какие-то перетрубации, допустим, уже внутри самого процесса. Это, с одной стороны, один большой завод, который выпускает качественный продукт на долгие лета. Но им не нужно забывать, что это искусство, и что очень важно передавать эмоции очень верно. И нужно просто быть вот в этом образе. Я считаю, что мне действительно очень повезло. Я очень рада, что я смогла попасть в точку, и Тимур Алпатов, режиссер, это все увидел. İşitmeyeyim. Әлбәттә. Миңа бик ошады беренчедән. Мин бик рәхмәтлемен, чөнки ул минем хыялым иде бәләкәй чактан. Һәм икенче сезон булса, Алла бирсә, бу проектта һәм икенче проектларда мин катнашып, Алла бирсә, сездән дә поддержканы алып бик хыялланам. Эльмир, вы буквально двумя штрихами обозначили свою роль, а можно чуть поподробнее, что это за образ? Я прошу прощения, я не услышала ваш вопрос, но услышала вопрос молодого человека. Сейчас я на него отвечу, и потом мы к вам присоединимся. Роль Зейнеп – это прислужница любимой жены хана. Все вам фишечки рассказывать не буду, но… Чтобы оставить интригу. Да, у нас
Зейнеп очень жертвенная, очень добрая, очень справедливая. И всегда ее действия идут от сердца, от веления. Но и она не забывает о том, что есть некая субординация, она знает прекрасно свое место, но ее, наверное, сверхзадача любить и дарить свою любовь. И поэтому она вокруг себя создает такую атмосферу, что жертвует своей любовью во имя любви других людей. Вы сказали, что картина не основана на реальных событиях. Как вы думаете, не вызовет ли это какие-то разногласия? Если бы каждый из нас слышал истину, наверное, не было бы каких-то у нас разногласий. Да? Каждый человек слышит только то, что он хочет слышать. Каждый человек видит то, что он хочет видеть. И я очень надеюсь, что люди будут смотреть этот сериал и наслаждаться. Если люди хотят что-то покритиковать и найти какие-то шероховатости, они везде это найдут, даже если это будет идеальный продукт. Но у каждого есть свое видение. У нас каждый, вы знаете, простите, конечно, у нас до сих пор страна советов. У нас каждый знает, как сделать лучше. Простите, конечно. Но когда человек сам применяет на себя эту шкуру, не факт, что он справится. И я очень надеюсь, что наши люди с благодарностью и с достоинством примут этот сериал, и у него будет большое будущее. Я тут... У меня вопрос вот какой. Любовную историю сегодня можно снять на каком угодно историческом материале. На каком угодно историческом материале. Вы взяли и вынесли в заголовок фильма, в название фильма, вполне определенный исторический материал, весьма серьезно воспринимающийся, неоднозначно воспринимающийся и у нас в Татарстане, и в России, и даже в мире. Поэтому у меня вот какой вопрос. Почему, чем именно привлек вас именно этот исторический отрывок развития человечества? Что конкретно там нашлось, что любовная история вот так красиво легла в ваши намерения? Конечно, это бы к режиссеру вопрос, но, может быть, вы ответите. Спасибо. Ну, да, попытаюсь ответить. Как я говорил, этот проект задумывался 5 лет тому назад. И я родился в Казани, и мама у меня татарка, если вот так начать. И все, может быть, от этого и началось, что захотелось что-то сделать такое, что было бы приятно моей маме. Но если ты хочешь попасть на Первый канал, то у него есть... Первый канал – это самый большой канал в стране. У него аудитория на топовых программах, 30 миллионов людей смотрят этот канал. Выше, больше у нас в стране ничего нету там, ну, чтобы 30 миллионов посмотрели. Но у них всегда есть какие-то определенные требования, которым надо следовать. И вот поскольку мы дружим, очень много работаем с Первым каналом и делаем для них много проектов, вот сейчас у нас на Первом канале идет наш проект «Комиссарша» с Ирой Пеговой в главной роли. Вот прямо вечером в прайм-тайм идет этот фильм. Мы с ними советовались и вместе с ними вот и выбрали эту тему, которая интересна, неоднозначно, вы совершенно правильно говорите. Но для того, чтобы не делать это на основе реальных фактов, мы сказали, что мы уберем все имена и будем делать такую историю человеческую про людей, про любовь, предательство, как я говорил, коварство, так, чтобы постараться никого не обидеть. Может, мы старались это вот сделать, где будет вот такая история. А вот этот исторический период, этот срез, мне кажется, он интересен в какой-то степени, и мы его взяли за основу. Вот так. Скажите, а вот вы сказали, что этот сериал будет нечто похожее на «Великолепный век». Мы все прекрасно понимаем, что турки сняли замечательно красивый, такой красочный костюмный фильм. В данном случае здесь, в общем-то, я так понимаю, что режиссер и сценаристы все-таки обращали внимание, вернее, обращались и к консультантам в том числе, то есть в костюмах мы тут видим все-таки костюмы монгольские. Вот. Раз это было, если это была действительно фантастика, фэшн, история о любви, почему же вы не пришли каким-то таким стилизованным, красивым нарядом? Опять-таки, вот понимаете, мы боимся, что неужели может быть произойти какая-то конфронтация, и опять начнут говорить, что вот опять татары плохие, и здесь в этом сериале тоже как-то это все проглядывает. Я могу ответить быстренько на этот вопрос со своей стороны, потому что я сама интересовалась, мне было интересно.
Я же все-таки девочка, почему такой костюм, почему такая обувь? И костюмеры, они перелопатили вообще все и сказали, мне даже немножечко было стыдно. Мне говорят, Эльмира, ну ты вспомни то время. Моду в русской истории диктовали с Византии, а на Востоке моду диктовал Китай. Поэтому то, что, наверное, маленькая часть того, что вы увидели, это костюмы были действительно все очень продумано. Насколько я знаю, что они выезжали и в Индию, и покупали какие-то специальные ткани, которые были именно тех времен, эскизы, ну, то, что я знаю от костюмеров. Это вот мой ответ. Я добавлю, что у нас нет плохих, хороших. У нас, как в жизни, и такой человек, и такой, и такой, и такой. Мы никаких акцентов на национальностях не делали. Среди русских есть плохие, есть хорошие, среди орды есть плохие, хорошие. Поэтому очень важно, чтобы вам не казалось, что есть какой-то крен, вот ордынцы здесь плохие, вот они русские хорошие, ордынцы плохие. Нет, у нас нет такого. У нас есть человеческие отношения, где люди разные, как и это в жизни бывает. А про «Великолепный век» скажу, что мы сейчас очень плотно общаемся с продюсерами «Великолепного века». Они посмотрели материал, он им очень нравится, и мы договорились, что они его будут продавать по миру, потому что «Великолепный век» продан в 80 стран. И они считают, что у нашего проекта «Золотая Орда» есть ровно такой же потенциал, что зрителю это интересно во всех странах мира. И вот мы надеемся, что мы это будем делать вместе. И поэтому, как Эльмира правильно сказала, проект становится международным. Мы его сейчас будем презентовать в октябре в Каннах. В Каннах проходит с 16 по 19 традиционный МИПКОМ. Это телевизионный фестиваль, где мы будем шумно его представлять, этот проект. Так что я надеюсь, что его увидят зрители всего мира. А теперь сюрприз. Рубашенку сушит, Рубашенку сушит, к мамке в гости спешит, к мамке в гости спешит. Не пытай-ка, мамка, про мое здоровье, про мое здоровье. А пытай-ка, мамка, про мое прогоре, про мое прогоре. А первое горе ни хлеба, ни соли, ни хлеба, ни соли. А второе горе ни дров, ни лучины, ни дров, ни лучины. А третье горе не дружка милого, не дружка милого. Я рассею свое горе во чистом во поле, во чистом во поле. Ты взойди-ка, мое горе, черной чернобылью, черной чернобылью, черной чернобылью, горькою полынью, ой, горькою полынью.
Спасибо. Будьте здоровы. На этом наша мини-презентация закончилась. Спасибо вам огромное.